devlet hem faydalı. Моленка на столе – забота о семье. Бытовая техника ПОЗИС. Стремление жить достойно, комфортно, радостно. ПОЗИС – техника добрых традиций. Сегодня у нас в гостях человек, популярность которого выходит далеко за пределы республики. Секретами татарской кухни, и мы надеемся, музыкальной, поделится с нами лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, народная артистка России и Татарстана, профессор Венера Ахатовна Ганеева. Очень приятно. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Венера Ганеева родилась в Казани. Исключительная музыкальная одаренность проявилась еще в детстве. Будучи школьницей, стала солисткой известного вокально-инструментального ансамбля «САЗ». В 1982 году, окончив консерваторию, была принята в труппу Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Певица исполняла оперные партии и сольные концертные программы на сценах многих городов Татарстана, России, ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня профессор Венера Ахатовна Ганеева передает свой богатый опыт молодым певцам. Она возглавляет кафедру вокала Казанского государственного университета культуры и искусства. Что мы сегодня будем готовить и, самое главное, пробовать? Ой, ну, во-первых, я хочу поблагодарить, что вы меня пригласили на новую передачу. Секретами татарской кухни владеет каждая татарская женщина. Нам эти секреты передаются от наших бабушек, наших мам дорогих. Я еще себя помню, когда маленькая была, мама или бабушка всегда меня подзывала, когда они что-то готовили дома, всегда подзывали меня: доченька, казам, Кильманда, помоги нам. И вот этим самым они нам передавали свой опыт. Представляете, и вот я там впервые научилась, как резать нужно лапшу. У меня мама так искусно это все резала. Быстро. Честно скажу, что я очень хорошо сейчас лапшу. Да? Прямо в общем, мама мне передала свой опыт. Ну, сегодня я пришла, наверное, не удивлю, наверное, кого-либо, потому что будут традиционные наши очень популярные перемечи. Да, перемечи я уже представляла, и рецептами я делилась. Я знаю, что это ваше фирменное блюдо. Да, на татарском языке. Но все-таки у нас республика многонациональная. Думаю, правильно, что мы на русском языке передаем секреты нашей татарской кухни. Да. И думаю, сразу же женщины примутся готовить, и, поверьте, их мужья будут еще крепче любить. Вот это самое главное. Да, я тесто поставила еще с утра. Открываете сразу все секреты. Где оно, мое тесто? Вот оно, вот, видите? Что у нас здесь в этом тесте? Да. Ну, во-первых, сметана. Вот литр сметаны. Да, вот у нас моленка. Супер у нас моленка сметана, литр. Так. 2 яйца, дрожжи, кукурузное масло, ну где-то, наверное, пару ложек, наверное, столовых, пару ложек майонеза. Обязательно, да? Соль, чуть-чуть сахар, и все это тщательно помешать. И затем уже в темное место? Ну, я ждала часа 3, наверное, так вот, чтобы вот в таком виде красивом привести. Да, очень красиво. Вот посмотрите, и оно пожалуйста. пышное такое получается, прям чудесное. Да? Теперь так, значит, нам понадобится мясо. Да. Я мясо все мы будем прокрутил. пропускать это? Вы уже все уже приготовили? Да. Ну как, здорово. Вообще, сейчас мы быстренько. Я мясо прокрутил еще с вечера, пришел, думаю, так, а здесь лучок есть? Вот я прокрутил еще такой лучок. Немного это? Здорово. Вот чтобы они были еще вкуснее, я привезла с собой куриный жир. В блендере можно прокрутить? Можно, в блендере пожалуйста, можно, да, блендер я сейчас достану. Вы все-таки здесь хозяин. У нас сегодня 2 видов будет перемечи: с мясом и с картошкой, да? Да. Картошечка варится. Наверное, многовато. Многовато будет? Да. Ну давайте, прокрутите. Ага. Каждая хозяйка по-своему, она же
колдует по-своему, каждый хозяин да, на кухне. Вот, волшебница, например, да. я ведь перемечи с мясом. Ну что туда, кроме мяса, еще можно? Ладно, лук, перец, соль. А я вот придумала вот такой вот жир, да, и тогда куриный жир. И действительно он нежнее становится. И потом самое основное, вот все-таки положительное качество вот этого блюда, вот этого перемечей, все-таки я их не жарю, понимаете, я их в духовке. Кстати, нам духовка обязательно Уже пора, да? Да, на 200 градусов. Включите, пожалуйста. Хорошо. Хоть это и очень трудоемкая работа, но я всегда своих гостей стараюсь перемечами все-таки угощать. Перемечи – национальное татарское блюдо. По определению – сочные сытные пирожки с мясом или картофелем, а по факту – лепешки из дрожжевого или пресного теста с различной начинкой. Перемечи бывают открытыми или закрытыми, жарятся во фритюре или пекутся в духовке. На тысячелетие Казани приезжал один французский граф Доминик де Белек. Он был председатель общества, коневодческого общества «Шеваль Францесс». И он как-то, значит, я с ним разговаривал, делал интервью, и он как-то сказал, что у нас во Франции, мол, дескать, татарскую кухню мы знаем. Я так удивился, обрадовался даже несколько. Говорю, а что вы знаете из татарской кухни? Он говорит, бифштекс по-татарски? Вы знаете, Валер, я действительно много очень ездила, да? Но мне совершенно за границей не было времени ходить по ресторанам. Я ездила там работать, и мы, может быть, вы знаете, еще с 93-го года театр наш оперный, он стал таким выездным очень за границей. В России, пожалуй, это один из лучших театров после, все-таки после Большого и Санкт-Петербургского театра. Конечно. Но а для меня наш театр номер один для меня, потому что все творчество, вся молодость у меня связана с оперным театром, и поэтому я вообще счастливый человек. Счастливый человек, потому что творчество, слава богу, состоялось, и до сих пор творчество продолжается, уже, правда, поле деятельности уже университет культуры и искусства, но еще я продолжаю работать все равно в театре. Ну, а вы как вот сами оцениваете? Вот все удалось реализовать, все, что вы хотели в театре? Или были... разве можно человеку все реализовать? Разве можно это? Пусть останутся какие-то мечты, но которые воплотятся на учениках, да? Нашим, естественно, учениках. А вы учениками довольны, да? По-разному бывает, знаете. Просто в нашей специальности нужно быть фанатом. Если не будешь фанатом, то, наверное, достичь что-то вообще тяжело будет. Просто нужно заболеть этой специальностью. А вы когда-нибудь фарш вообще пробуете, когда что-то готовите? Крайне редко. Вот граф де Белек как раз прям ест его. Да, я сейчас попробовала. Собственно, бифштекс по-татарски. А вот там все в норме. Там соль, перец, все в норме. Я попробовала очень вкусно. Ага, хорошо. Вот. И вы видите, что у меня нет скалки. Нет скалки. Я все это, видите, все это, да. А вот в этом еще, наверное, есть тоже своя изюминка и свой секрет. Свой секрет. Да. Видите, даже без скалки замечательно все это. А мне можно попробовать? Ну-ка. Ну, хорошо. Ой, чудо. Да. Ну, такое воздушное тесто, прям, как будто прям, я даже не знаю, как с чем сравнить. Так, Ага. вот Так. теперь мы, значит, закладываем фарш. Ну, Ага, так вот такие вот. нужно такие. не так много. Не так много. Можно Ну, вот поменьше, ложечку, конечно, С горочкой. с горочкой, чтобы... Понятно. А родители ваши не имели отношения к вашей специальности? То есть они тоже пели или как-то вот в области искусства? Вообще у нас ни одного в роду артиста нет. Ага. Ни одного артиста нет в роду. У папы было образование всего 4 класса. Ага. Ну, мама, конечно, со средним образованием, но простые рабочие. Так. Но вот сейчас я понимаю, какие они у меня были талантливые. К сожалению, у меня и папы, и мамы в настоящее время их уже нет с нами.
Но если бы они тогда на себя обратили внимание, наверное, они бы, Добились, да? может быть, были бы деятелями культуры, ну, не знаю, но мама такая запевала была, папа играл на гармошке, но вот до сих пор у меня в ушах их голоса, и хочу сказать, что очень талантливы были родители. Ну что вы сделали? А почему без спроса, без разрешения, что вы делаете? Я верну сейчас. Самодеятельностью занимаетесь. Видите, надо как делать. Смотрите, как цветочки. Что такое вообще? Вот смотрите. Ага. Как надо? Ну, раскройте сейчас. Так. Ага. Раскройте. Еще надо вас учить сейчас. Да? Да. Смотрите. Вот, смотрите, берите. Так, берем. Палец. Берем. Вот так, загибайте. Так. Загибайте. Так. Загибайте. Вот так вот. Хоп. Давай. Вот так, хоп. Ага. Так, загибайте, Понятно. Ну, ничего. Ну, Вы, я научусь. научитесь. Вот два последних. Вот уже лучше. Да, вот два. Это уже. Точно ведь? Вообще. Ну вот чуть-чуть еще осталось ведь. Я вообще счастливый человек, что я на сцене прожила жизнью таких героинь замечательных, как Виолетта Валерий, Розина, Марфа. И вот одна из последних работ – это опера Резеда Ахиярова «Любовь поэта». Там я пела «Зайтуну». Правда, «Зайтуне» в то время было 13 лет, но я, слава богу, что сохранив такую и внешний вид, и вообще и красоту, миниатюрность. Я, в общем, никто даже и вопрос не задавал, сколько мне лет. Конечно. Так я соответствовала этому возрасту. А вообще, конечно, всегда серьезный у меня был подход к подготовке любых партий. Тщательно, это, конечно, музыкальный материал, нотный материал и поэтический текст. Если ты нужно, тут и композитора нужно услышать, что он хочет сказать, и поэт, что хочет выразить словами. В общем, когда передаешь уже свое отношение, вот тут уже начинается творчество. Тут уже ты импровизируешь, и тут и интерпретация, и тут, в общем, это, знаете, какое состояние замечательное, когда эйфория. Начинаешь, эйфория. А когда еще удачные спектакли, удачливые, там это такое блаженство вообще. Кто были ваши учителя и кто вам в жизни, так сказать, больше всего дал? Мне с учителями очень повезло, знаете. Ну, во-первых, это педагоги по специальности. Это в училище Клавдия Захаровна Щербинина. В консерватории Валентина Андреевна Ласько. По оперному классу был Нияз Курамшевич Даутов. Ректором консерватории, который очень важную роль сыграл в моей судьбе вообще, был тогда Назив Гаевич Жиганов. Ведь мне при поступлении в консерваторию поставили 2. Ну? Да. Вот враги. 2 поставили, а пела я арию из его оперы «Алтын-Чач». Поставили 2. Я там завышала все время, фальшиво пела 1 ноту. Я пришла забирать документы в консерваторию и встретила ректора нашего дорогого.